Салем, друзья! Меня зовут Алия, и сегодня мукбанг на русском языке. Это будет контрольное видео. Мне будет очень важно. Напишите в комментариях, на каком языке мне снимать больше. Просто казахскоязычный народ просит, соответственно, на казахском языке. Просто хочу понять, сколько у меня русскоязычных зрителей. И сегодня я в прекрасном месте. Как вы видите, у меня совсем другая локация сейчас. Очень здесь все красиво. Жалко, что вы не все видите только что за мной. Это мега удобные диванчики. Это ресторан Мейман у нас в Усть-Каменогорске. Кто в Усть-Каменогорске точно знают, я уверена на 100%. И здесь самая лучшая восточная кухня нашего города. Я даже не сомневаюсь. Скажу вам честно, как я думаю. Мы здесь очень часто обедали с девчонками, когда я работала в городе. Какие-то семейные праздники мы здесь отмечали. В общем, у меня здесь лагман от шеф-повара. Он, кажется, так и называется. Дойдем сейчас до лапши. Реально вкусно. Лагман такой яркий, красивый, так аппетитно выглядит. И такой ароматный. Вы бы чувствовали. Жалко, камера не передает запахи, ароматы. Это у меня лагман от шеф-повара. Это у меня салат. Он тоже такой вкусный, мне жалко его кушать вообще. Салат называется хрустящий судак или просто судак. Забыла название. Короче, здесь судак. Здесь же вот этот сладкий соус как-то в тему. Бывает же? Сейчас я вам расскажу, на каком месте я сижу. А я сижу просто на пике, на очень видном месте, в центре внимания. Судак. Так вкусно. Короче, я не в випке, я не в отдельной какой-то, не в отдельном помещении. Потому что там сейчас гости. Я профукала свое время. Поэтому вот иногда могут за мной ходить люди или какие-то звуки, голоса. Это и задает, наверное, атмосферу, что я не дома. Апельсинчик. Вместе с этим я сижу прямо у входа. Я выбрала такое место, где мало людей сидят, но я не учла, что я выбрала место прям у входа, и кто заходит, он прям на меня смотрит. Молодец я.
Ну, зато я могу, наверное, свободно говорить. У меня еще будет десерт, если что. Правда, я не знаю, как я доем это. В общем, в этом ресторане Миман принимает таких почетных гостей города. Круто, походу, это кофемашина или что, не знаю. Ну, не то, чтобы, типа... Короче, люди приводят своих гостей сюда, в этот ресторан обязательно. Это как визитная карточка нашего города. Я помню, в прошлом году у меня подруга живет в Алмате, и она когда приехала к нам, ее пригласили на свидание. И это свидание было в Меймане, и мы тогда думаем, вау. Классно, и тогда ладно, меню, да, оно крутое, это ясное дело. Но что еще я не могу не отметить, так это живая музыка, которая здесь на выходных, на праздничных днях. Это круто вообще. Здесь играют парни, это какая-то группа, забыла, Найман, кажется, группа называется. Они играют и современные песни, и причем они не поют, не орут в микрофон, тем самым беспокоя, да, посетителей, а реально сидят и играют классные песни. Что самое интересное, я все эти песни знаю. То есть и 80-х, ну как сказать, такие народные, и казахские, все, в общем. На казахском и на русском вообще представьте порцию. Может, я здесь открою, чтобы вам видно было. Поднос, конечно, я свой притащила. Поднос мне подарили на 8 марта. Мой любимый подарил. До этого у меня доска была, это была игрушка вообще моего сына, что называется сортер. Короче, я чуть-чуть дождалась, пока люди пообедают, потому что
В обеденное время здесь вообще толпа народу. Ну как толпа, короче, полный ресторан просто. И извините, вы мне лепешку не принесли. Просто наглость когда зашкаливает. О боже, я чая первый раз глотнула. Сейчас покажу вам лепешку, которую готовят здесь. Очень вкусная. Короче, чтобы вы понимали, знаю, наверное, все меню, потому что я здесь все пробовала. У меня рабочее время уже начинается. Я здесь до сих пор сижу, трапезничаю. Спасибо. Такая лепешечка. Хайдаваемна. Ой, на русском. А если знаете певца Аргоня, зовут его. Он, короче, приезжал сюда, он выступал. И, кто не знает, в Инстаграме я снимаю влоги. Ну, не такие влоги с говорящей головой, я вот такие не люблю. Такие информативные. И я снимала Аргонию здесь. И там, кстати, я показала красивые такие места. То есть, короче, сидишь, и тебе не скучно. То есть ты каждую стену можно рассматривать час. Ручная работа, то есть реально рисовали классно. Вот это все, к чему говорю, я, короче, оставлю ссылку на свой инстаграм внизу, как обычно. Посмотрите, ой, у меня горят щечки. Хотя лагман не острый, но, по-моему, для меня вообще все острое в мире. Очень сладкий чай. Не люблю, когда такие рафинад, сахар. Потому что на одну кисешку звонят администраторши. Еще одна партия зашла. Со мной поздоровались, мне очень стыдно. Вот, вам кажется, вот я снимаю, делаю в Инстаграме, сторисы снимаю активно, да? Но в жизни не такая, по идее, очень скромный человек. И вот этот человек до сих пор на меня смотрит. Мне неудобно. Круто, когда слышишь, как говорят про тебя, о тебе. Они, кажется, имеют отношение к ресторану, потому что они со мной поздоровались. Потому что здесь вообще классные хозяева. Вот как раз таки, когда я снимала Аргонию,
Я познакомилась с ним, с хозяином и с женой его. Они вообще классные люди. А я снимала еще как интервью. Посмотрите в Инстаграме. И его жена не сидела с такой миной. Вот бывают же такие жены ревнивые. А наоборот, она говорит, сними еще, что ты хочешь, что тебе нужно еще. И вот когда мы снимали, они тихо сидели в випке, ждали, пока мы доснимем. И она говорит, представилась она, мы познакомились. И вообще такие приятные люди. Просто я привыкла обычно, когда с кем-то сотрудничаешь, работаешь или снимаешь его, и его жена очень плохо на тебя смотрит, косо. Там ревность, еще что-то, недовольство. Тут вообще не так. На камеру кушать одно, а кушать, когда на тебя смотрят люди. Очень вкусно. У казахов есть такое слово. Я наелась, но глаза еще не наелись. У меня сейчас десерт. Сейчас, короче, сначала поем салатик. Что с моими волосами? Ресторан, куда должны приходить такие фифа люди и ужинать, и все. Там нет, они реально работают на среднестатистическую на среднестатистическое население. Фу, я правильно говорю или нет? И они здесь устраивают антикризисные обеды, то есть совсем не по завышенной цене, по нормальной цене. Все. Короче, рахмет. Будем кушать. Десерт. Так, киви. Есть любители сладких мукбангов, всегда просите сними сладкий мукбанг. Тирамису на езде сниму, потому что тирамису не сильно сладкое пирожное. Спасибо, я в центре внимания. Еще я никогда не видела, чтобы хозяин меймана как-то грязно пиарился, или там, чтобы блогеры как-то рекомендовали и так далее. Но тем не менее, здесь всегда много народу. Это значит, что
люди и так любят, и без всяких вот черных пиаров и так далее. Они ведут свой инстаграм нормально, по-человечески, как положено. Очень вкусно. Я, наверное, сегодня лопну. Но не суть. Я думала, малюпюсенький десерт я сейчас съем на изи, но что-то нет. Уже наелась. Очень сытный. Давайте с киви попробую как. Вот представьте, антикризисный обед. Например, если вы закажете, там есть 3 меню. Киви. Первое это с пловом, второе меню с лагманом, третье манты. И к ним идет, в одном меню, допустим, лагман, салат, лепешечка вот такая и чай идет. Вы представляете, насколько вы уйдете сытными? Вообще, я всегда девчонкам говорила, можно даже 2 девчонкам взять один антикризисный обед, скинуться, да, и блай вообще. Тут у меня казахские словечки скачут. Это все потому, что я сижу в Меймане. Здесь у меня вокруг все казахское, все восточное. Досточку вам покажу, мои зрители. Все, я так наелась. Спасибо ресторану за то, что включаете кофеварку. Спасибо ресторану Мейман за гостеприимство, за предоставленную локацию и за самое вкусное меню в городе. Самое вкусное и сытное меню, оригинальное меню. Здесь есть очень разные. Тут есть вообще классный десерт. Но сегодня вот попробовать решила тирамису. Есть десерт, который называется облако. Оно очень красивое и вкусное. Очень прикольно выглядит. Поэтому обязательно попробуйте, кто из Каменногорска, кто приедет в наш город, обязательно. Просто напишите в заметке себе, что вы должны прийти в ресторан Мейман. Обязательно. Так что спасибо, что вы с нами, со мной. Я жадна на канале. Спасибо за просмотр и лайки, за подписку. Пока-пока. Болдым.